нимаи дуюми рӯзи гузашта 31 октябр раиси ҳизби либералию демократии федератсияи русия Владимир Жириновский бо ҳамроҳонаш ба шаҳри Турсунзода ташриф овард. меҳмононро муовини аввали раиси маҷлиси намояндагон Абдуҷаббор Азизӣ, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Садриддин Шарипов, раиси шаҳри Турсунзода Вализода Абдуқодир Исуф, директори тиҷоратии ширкати Талко Шералӣ Кабиров, директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик Абдураҳмон Ҳомидзода ҳамраҳӣ карданд. баъди пазироии самимии Владимир Жириновский аз фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик шинос шуд. роҳбарияти корхона ба меҳмонон оиди фаъолияти корхона маълумоти муфассал доданд. Владимир Жириновский ба фаъолияти аҳли заҳмати ин корхонаи азим баҳои баланд дода бо кормандон суҳбати озод кард. Спасибо, спасибо. Второй дегтярев. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый день, добрый день. Здесь это цилиндрические. Это провод, да? Провод. Катанка? Катанка, да. 10-миллиметровая. Отправляем у нас своя продукция, в Ливане мы производим криолит, туристый для алюминия. На фоне завода. Да. Молодцы. Все красивые, хорошие. Очень рад. Дайте вам все на память. Спасибо. Это наши песни. Всем вам туда раздайте им. Владимир Жириновский баъди аз корхонаи алюминбарорӣ баргаштан дар назди роҳи ҳалқашакли корхона бо кормандони ширкати Талко мулоқот доир сохт. Все, добрый день всем вам. Мы очень рады этой встрече с вами, с рабочими, с город Турсунзаде, Таджикистан, депутаты. Это все депутаты Госдумы и депутаты, сенаторы наши. Мы знаем проблемы все. Мы хотим, чтобы здесь всегда был мир, спокойствие. Никакого второго Афганистана никогда не будет. Никакой второй Сирии или Украины. Тишина, порядок. Чтобы была работа, дом, семья. И это беречь. Мирное небо. Здесь никто никогда не прилетит, не будет бомбить. Мы будем выступать за укрепление связей, за расширение. Чтобы был специальный какой-то статус жителей Таджикистана в России. Чтобы их не воспринимали как чужестранцев, как мигрантов. А чтобы они спокойно приезжали, как вторая родина. Чтобы какое-то было... Владимир Жириновский ба фаъолияти кормандони ин ширкати бонуфуз бароро комёбиҳо орзу кард. сипас меҳмонон ба ҷамоати деҳоти Ҷура Раҳмонов ташриф оварда аз фаъолияти боғу токпарварони хоҷагии деҳқонии ватан дидан карданд. Для гостей так оставили. Это вот наверху, да? Да, да. Вот они наверху. Вот это все, видите, все это. Куда пройдите, первый раз в жизни. Да, да. Дегтярев. Мягко режут, видимо, такие сочные. Да. Вот он, видите, как. Видите, как? Какой виноград, сколько винограда. ба меҳмонон иттилоъ доданд ки дар хоҷагии мазкур зиёда аз 5 намуди ангур парвариш меёбад. раиси ҳизби либералию демократии федератсияи русия Владимир Жириновский бо деҳқони асил ҳоҷи Неъмат Усмонов суҳбати самимӣ доир намуд. Ну, мы приехали, большая группа депутатов и сенаторов Федерального собрания России. Многие приехали впервые в Таджикистан. Много хорошего слышали всегда. Сегодня мы приехали вот в Турсунзаде. Мы прекрасно знали великого поэта и писателя Таджикистана. Он был одним из известнейших руководителей всемирного движения за мир. Вот. И сегодня мы побывали алюминиевый завод здесь вот в Турсунзаде. И вот пришли к уважаемому, так сказать, виноградарю, который много лет своей жизни отдал и создал сад здесь рядом Турсунзаде. И в его лице мы благодарим всех крестьян планеты Земля. Они кормят 7 миллиардов человек. Сегодня вечером люди сытые лягут спать, потому что они своими руками
делают день и ночь, работают. И их не надо упрашивать. Они сами работают, создают богатство. Самое главное – это питание. Сегодня идет борьба, так сказать, не за смартфоны. Нам не особенно важно, какой там X10, там какой-то еще есть. Вот хорошее питание, люди будут жить дольше, в семье будет мир, порядок. И мы чувствуем гостеприимство таджикской земле здесь, вот в городе Турсун-Заде. И рады, что побывали здесь. Это вот не просто, так сказать, хозяйство по выращиванию винограда. Здесь же деревья, все, что в мире есть, целый ботанический сад, питомник. И здесь, так сказать, даже хлопок мы видим, там грядки с хлопком есть. И добрые руки вот приготовили хорошее угощение, национальное, которое мы попробовали, очень рады. То есть мы уезжаем из города Турсун-Заде самыми теплыми. меҳмонон аз тамошои майдонҳои ангурзори хоҷагии мазкур лаззат бурда ба фаъолияти аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. бояд таъкид дошт ки Владимир Жириновский бо ҳамроҳонаш зимни сафари корияш ба Тоҷикистон аз мавзеъҳои таърихию фарҳангии кишвари мо қалъаи Ҳисор, осорхонаи миллии Тоҷикистон, кохи Наврӯз, бозори Меҳргони Душанбе ва ангурзори водии Ҳисор дидан кард. меҳмонони олиқадр шоми дирӯз бо таъссуроти неку болида аз Турсунзода баргаштанд. Уважаемый Владимир Вольфович, приветствую вас и сопровождающую вас делегацию Государственной Думы Российской Федерации в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Не сомневаюсь в том, что результаты вашего посещения Республики Таджикистан станут еще одним шагом в сторону дальнейшего развития всех аспектов плодотворного сотрудничества между нашими странами. Таджикистан и Россия связывают узы тесной дружбы и многопланового сотрудничества. Россия была и остается важнейшим стратегическим партнером и союзником Таджикистана. Последовательное укрепление таджикско-российских отношений является одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан и нашей насущной задачей. Эта задача должна решаться общими усилиями всех ветвей власти двух стран и всех сегментов наших обществ. Уважаемый Имамали Шарипович, мы сердечно вас благодарим за возможность встречи с вами. Все эти долгие недели подготовки к поездке мы ждали, что это возможно состоится, но только вот буквально вчера это решилось. Мы с удовольствием встретились с руководством парламента, замечательные люди, депутаты. Мы встречались в Министерстве иностранных дел, мы побывали на промышленных предприятиях, торговых, сельхозпредприятиях, посмотрели города Турсун-Заде, великолепные памятники Средневековья, даже античности, крепость Гисар. И все это произвело у нас самое такое сильное впечатление. И Имамали Шарипович, уважаемый наш господин президент, люди никогда не были вообще в Таджикистане. В России они слышали, конечно, это новое поколение. Они, так сказать, вот им в среднем 30 лет. Уважаемый Имамали Шарипович, мы все в любом случае знаем из истории, а я напрямую, это наша не первая встреча, что вы основатель нового таджикского государства. Вы приняли страну почти 30 лет назад в самое тяжелое время. Оно было тяжелое в России, во всех регионах, наверное, даже во всем мире. Везде кризисы, идут войны. И, к сожалению, гражданская война не миновала и Таджикистан, который всегда был мирной территорией. Для меня это кровные узы. Здесь жили мои родственники, и это родной брат моей мамы, Петр Павлович Макаров. Здесь похоронена его жена, а он погиб под Москвой. Это те самые панфиловские дивизии, которые... Дивизия была сформирована, генерал Панфилов в Алмате, мой родной город, и там родился. Вот он в 29 лет был мобилизован здесь, по-моему, Кулябский райвоенкомат. И вот они поехали в августе, по-моему, они их призвали. Это с кровью связано. Я помню даже адрес еще, Душанбе. Поэтому вот как-то мы связаны. Для нас это большая общая родина, и царская Россия, советская. Сегодня вот это у нас союз Содружества независимых государств. Мы знаем об успехах вашего государства.
и очень высоко вас ценят в нашей стране, наше руководство. И вот мы, депутаты фракции ЛДПР, наконец они увидели Таджикистан, с вами встретились, и это глубокое впечатление останется на долгие годы. Мы уже обещали в вашем парламенте, руководству парламента, что мы примем все меры к ускорению ратификации всех соглашений, которые находятся у нас в Государственной Думе, и как бы стоят в порядке очереди, до сих пор еще не ратифицированы. Мы это постараемся ускорить, поскольку мы, как говорится, теперь почувствовали, так сказать, биение пульса вашей страны и признательны еще раз, что вы нас согласились принять, когда у вас такой загруженный график. Вы всегда были народный президент. Вы не просто сами вышли из народа, но вы представляете то поколение, которое, так сказать, не является той небесной элитой. Вы снизу поднялись, это большой подвиг. Вы здесь, на вашей родине, поднимались от всех самых низовых, так сказать, должностей и прожили эту жизнь с вашим народом. Мы вспоминаем те встречи, которые были здесь и 25 лет назад, поэтому мы будем стараться делать. Находясь несколько дней в Таджикистане, группа депутатов, сенаторов Федерального собрания и Государственной Думы, мы получили неописуемое удовлетворение, увидев Таджикистан. Кроме меня большинство никогда не были. И теперь они знают, что такое Таджикистан. У них самые приятные впечатления. Мы повстречались с депутатами, с чиновниками. Мы видели рабочих, дехкан, посмотрели города Таджикистана. Увидели, как идет торговля, учеба, побывали в университете. Имеем очень большое такое впечатление обо всех аспектах экономической, социальной, культурной жизни Таджикистана. И сегодня состоялась самая главная встреча с руководителем страны, с президентом Имомали Рахмоном. Замечательный человек, который принял страну в тяжелейших условиях гражданской войны, разрухи, развалин, когда это все была ситуация, связанная в целом с расчленением СССР, нашей общей родины. И вот эти все 27, а практически 30 лет Имомали Шарипович приложил максимум усилий, чтобы не только сохранить Таджикистан, но и превратить его в отличное государство с развитой экономикой, промышленностью, сельским хозяйством. Мы бы хотели, чтобы расширялись связи между Россией и Таджикистаном, чтобы граждане Таджикистана знали, что Россия – это для них вторая родина. Они всегда могут приехать туда, чтобы здесь еще шире звучала русская речь, было больше русских школ, чтобы сюда приехало еще больше русских учителей, чтобы было много русских книг, появились бы книжные магазины «Русская книга». Мы рады здесь слышать песни на русском языке и на хорошем русском языке, никакого акцента. Мы видели тепло в восприятии России и нас здесь со стороны простых людей, рабочие металлургического завода или дехкани, виноградари или студенты. И это замечательно, что здесь удалось сохранить эту связь наших цивилизаций, таджикская и русская. Мы бы хотели, чтобы каждый день поезда Дюшанбе-Москва двигались бы в ту и в другую сторону, и чтобы довольные жители Таджикистана приезжали в Россию, а сюда приехало бы больше русских туристов. Здесь есть что посмотреть. Это есть античные памятники, мы побывали, крепость Гисар. То есть самые лучшие впечатления у нас. Все эти дворцы великолепные, которых нет нигде в мире, ни в Европе, ни в Азии. Это великолепная архитектура. И то, что сам Имомали Шарипович приложил, так сказать, свой творческий талант к тому, чтобы эти дворцы возникли. Это лицо таджикского народа, красота, все эти вещи, связанные и мрамор, и позолота, и деревянный, национальный орнамент. Все это очень производит большое впечатление. Поэтому мы уезжаем с чувством большого удовлетворения. И самое главное, что теперь депутаты от ЛДПР, самые молодые депутаты российского парламента будут знать, что такое Таджикистан, знать депутатов парламента Таджикистана, у нас там тоже были встречи, знать, главное, руководителя страны, который в тяжелейших условиях, таких условий не было ни в одной стране мира, даже в Сирии легче. В Сирии, так сказать,
напрямую на помощь пришла русская армия, а здесь у нас просто одна лишь база. И тем не менее, так сказать, страна в состоянии себя защищать, но мы считаем, что Россия обязана больше внимания уделять и оказывать помощь в безопасности границы с Афганистаном, поскольку там идет настоящая война и будет идти еще долго. Мы видим, как прошли выборы только на одной части страны, там постоянно звучат теракты. Мы видим ситуацию, связанную с Ираном, и Ближний Восток, это тоже влияет. То есть очень много проблем, сложностей, больше, чем в любой европейской стране или на американском континенте, и даже в Африке. Самая узловая, самая горячая точка – это здесь, вот Афганистан, а рядом находится Таджикистан. И каждый день почти погибают таджикские пограничники, останавливая попытку прорыва таджикско-афганской границы. Поэтому все, что от нас зависит, мы ускорим ратификацию всех соглашений с Таджикистаном, которые находятся у нас в аппарате Государственной Думы, и это наша обязанность ратифицировать. Но там очередь, у нас же весь мир, со всеми заключаем соглашения. Мы постараемся, чтобы все, что касается Таджикистана, шло вне очереди, шло в ускоренном режиме, в том числе и любые межправительственные соглашения, чтобы сюда больше приезжало наших министров, чиновников, чтобы развивались в самом плодотворном отношении все связи наши, чтобы в Таджикистане чаще звучала русская речь, чтобы в вузах России обучалось как можно больше учащихся и студентов из Таджикистана, чтобы здесь открылись специальные школы по изучению русского языка и подготовки рабочих профессий, чтобы сюда пришли русские деньги, в Россию могут прийти таджикские деньги, то есть взаимный обмен людьми, капиталами. Все это будет помогать развитию по всем направлениям. И мы желаем благополучия, процветания великому таджикскому народу и здоровья, благополучия вашему замечательному президенту, которого мы любим, уважаем. Лучший президент на всем постсоветском пространстве, наш дорогой, уважаемый Имамали Шарифович Рахмон.